Как дела, как зовут? А, Амир, Откуда родом? Казань. Как дела в целом? Какие новости? В Казани. Дела хорошо, новости, ну там метет вроде, ну снежно так чуть. А ты учишься, да? Ну, я учусь, да. Где учишься? В Москве, в высшей школе экономики. На каком курсе? Какой факультет? Первый курс ПМИ. Рассказывай. Мы вообще собираем такую картину татарина. Рассказывай, какие, не знаю, какие главные черты татарина, главные характеристики, кем должен быть человек, чтобы он мог считать себя татарином. Ну, вообще, любой человек может себя считать татарином, но если так брать, татарин, он щедрый, естественно, в первую очередь, вот. Дарит больше, чем берет, так скажем. Ну, наверное, доброжелательный в целом, ну, такой как бы положительный, без негатива. В общем, такой светлый человек. Я думаю, он это в целом описывает как бы. Какие твои критерии татарки идеальной девушки? Ну вот если она будет доброй, если она будет с любовью относиться к людям, со всем, то я думаю, это вполне себе хороший критерий. А если со злостью? Такого человека обычно не исправляешь, потом сам как бы становишься таким. Так что не знаю, пока не нашел ответа. Чем она должна заниматься или в какой сфере работать? Да любой, который нравится в целом. Меня зовут Артем, Нижгар Малая. Всю жизнь живу здесь, родился здесь. Прадед приехал с женой в Москву. Я в четвертом поколении, получается. Мажор. Москвич. Не мажор, работяга, работаю врачом в горбольнице. Каким видят идеальных девушек парни? Какие твои критерии? Какая должна быть девушка в твоем понимании? Добрая. А если что-то еще? Ну, добрая, и семья должна быть многодетная. Вот, обязательно. А если она злая? Не получится, вообще никак не получится. Чем она должна заниматься, как должна выглядеть? Ну, в первую очередь нужно заниматься домом, семьей, детьми. И в свободное время, чтобы было какое-то хобби, которое бы приносило денег. И как отдушина была, чтобы девушка могла отвлекаться. Меня зовут Алсу, я учусь в первом меди. Как твои дела, как настроение? Отлично. Вот пришла в штаб татар, вообще все стало супер. Мы вообще спрашиваем, какими видят своих вторых половинок девушки? Он должен быть умным и верным. Все. А если он не умный и верный? Ну, тогда это не мой парень. А что еще, какие критерии, помимо чем должен заниматься, как должен выглядеть? Критериев по внешности нет, но то, что он должен быть адекватным, это важно. Какая у него должна быть зарплата? Как пойдет. Меня зовут Искандер, я учусь в первом меди на лечебном факультете. Нравится? Да, нравится. А сам родом откуда? Я вообще из Дагестана, но у меня отец военный, так получилось, что его забросили в Дагестан, и я вместе с ним. Какой образ идеальной девушки, твоей будущей жены? Умная, интересная, с ней есть о чем поговорить, как минимум. Самое важное – характер. Чем должна заниматься, как выглядеть? Да без разницы, мне самое главное – характер. А если характер плохой? Так получилось. Ну, тогда ей не по пути вместе со мной. А если она очень хочет? Не по пути, что поделать. Понятно. В общем, нам нужен образ идеальной девушки. Какое у вас представление об идеальной девушке, образ идеальной девушки? Скромная, милая, добрая, веселая, хорошая, красивая, умная. Вот так. Сколько зарабатывать должна? Нисколько. Это не должно быть критерием, которым мы оценивать девушку должны. Из Казани должна быть? Татарка обязательно. А если нас за салат болеет, тогда можно? Ну, один разговор и все. Изак Барс. Изак Барс, А да. если один разговор, и она за нефтехимик? Ну, тогда уже другая девушка. Уже все, да. Обидно. У вас какие критерии? У меня критерии. Сложный вопрос, не задумался. Ну, наверное, чтобы мне с ней вообще комфортно было, чтобы интересно было с ней время проводить, чтобы не скучно было, ну и красиво желательно. Блондинка или брюнетка? Брюнетка. Но от блондинки тоже не откажусь. Кто по профессии должна быть? Вообще не важно. Ну, наверное, чтобы у нее был не только мужской коллектив. Наверное. Ну, потому что есть такие профессии, где один мужской коллектив, и она будет там на расхват. Я бы не хотел так, чтобы конкуренция большая была. Водитель трамвая, например? Нет. Например, в нефтяном деле, как мы. Ну, я бы не хотел, чтобы нефтяника, например, была. А если прорабом? Прорабом? На стройке? В принципе, можно. Нормально. Ну да. Ну, там и зарплата нормальная. Сколько должна зарабатывать твоя девушка? Ну, неважно вообще. Я сам хочу обеспечивать.
А если 50 тысяч зарабатывает, это нормально? Конечно. Даже если 20, даже если 10, нормально. Главное, чтобы было мне с ней не скучно, чтобы любила меня. Вот. Обратите внимание, пожалуйста. Не скучно, самое главное. Меня зовут Диана, я учусь в медицинском университете. На каком курсе? 2-й курс. Как, нравится в целом? Да, конечно. Откуда родом? Из Уфы. Как в целом Москва нравится? Ты второй год Да. получается, да? Да, я уже почти привыкла. Обрела здесь друзей? Да, конечно. Мы спрашиваем, какой идеальный образ парня у девушек? Как должен выглядеть, какие качества, критерии, характеристики? Во-первых, он должен быть умным, вот, целеустремленным человеком, чтобы он был добрым, хорошо относился ко всем людям. Вот. Основные такие, наверное, критерии, по-моему. Так, а еще раз, как он должен выглядеть, чем заниматься? Но это уже не играет такой важной роли. Главное, чтобы человек был хороший изнутри, а снаружи, это не показатель. И самый главный вопрос, сколько он должен зарабатывать? Не знаю. А если он нигде не работает, нормально будет или нет? Нет, ненормально. Потому что, значит, у человека нет цели в жизни никакой. Но вдруг у него цель какая-то. Реализовываться. Но он же должен как-то самореализовываться, правильно? Он должен все равно какую-то работу делать. Может, он не будет работать официально, но что-то такое для себя ведь. Фрилансер. Пожалуйста. А есть какие профессии, которые ты не хотел бы, чтобы твой парень занимался? Чтобы, наверное, не был каким-нибудь моряком дальнего плавания. Моряком дальнего плавания. Да, хоккеистом, спортсменом, в принципе, потому что это очень травмоопасно. А моряк ближнего плавания нормально будет? Да, нормально будет. Хорошо. Какие критерии твоего идеального парня, твоего будущего мужа? Конечно, добрый, Так, воспитанный, так. татарин. Сколько должен зарабатывать? Я даже не задумывалась об этом. А если вообще ничего не приносит в дом? Это плохо. Неприятно. А если в семье матриархат, это нормально? Если всех устраивает, то, конечно. Ах, какая хитрая. А ты как хотела бы, в своей семье был патриархат или матриархат? Я, чтобы все были равны. Добрый вечер, все отлично. Меня зовут Эльмира, я студентка Губкинского университета. Мы сегодня спрашиваем идеал парня, девушки. Каким критерием должен обладать парень, в твоем понимании, чтобы понравиться тебе? Для каждого человека свой идеал. Для меня это человек ответственный, человек с хорошим чувством юмора и человек добрый. А если ответственный, добрый и с плохим чувством юмора? Я думаю, что можно проявить чувство юмора. Какой должна быть девушка твоей мечты? Какие характеристики, критерии? Как должна выглядеть, чем заниматься? Да просто она должна быть активной, радостной. И Какие песни заказывают девушки, да? туганьяк заказывают. Меня ратам сини Татарстан заказывают, Салават Абайдин, потом Салкын чай и, как всегда, Орсалта. Вот это самые ходовые песенки. Как научиться играть так же здорово, как и ты? Ой, этому надо научиться очень долго, всю жизнь этому посвятить. Как начать? Как начать? Очень просто. Записаться ко мне на урок. Я из Елабуги, учусь на магистратуре на 2-м курсе. Как такие же бицепсы сделать, как у тебя? Это все татарская генетика. Как стать красивым, успешным, богатым? Нужно правильно родиться. Пример твоей девушки, какие должны быть у нее, не знаю, навыки, характеристики, как она должна выглядеть, чем обладать и прочее. В общем, какой твой идеальный образ? Это философский вопрос, на самом деле. Главное, чтобы человек хороший был. Национальность не самое главное. А личностные качества, характер – это важнее. Сколько она должна зарабатывать? Нисколько. Можно вообще не зарабатывать. Меня зовут Алсу, я из Октябрьского, это в Башкортостане. Я закончила РАНХИКС по направлению политологии, сейчас занимаюсь в сфере государственной службы. В частности, это сфера здравоохранения, и мы всем отделам, всем центрам, в котором я работаю, помогаем цифровизировать наши субъекты Российской Федерации. То есть они... медицинскую информацию в больницах, там, школах, медкарты? Да, конечно, все делается более современными методами для того, чтобы облегчить наше взаимодействие с гражданами. Это все происходило более облегченно и с пользой для гражданина. Вот. Расскажите об Октябрьском. Я тоже сам родом из Башкирии, Салавата. Как вообще в Октябрьском дела обстоят? Октябрьский, конечно, мой родной город. Он постоянно развивается. Я всегда слежу за их сообществами в социальных сетях, например, ВКонтакте, слежу за деятельностью нашего мэра.
Он многое делал для нашего города. Находится в строительстве один из спортивных комплексов, в котором будет открыт ледовое покрытие, ну то есть каток, и в нем же будет отделение с бассейном. Это вот очень, я горжусь этим, потому что это находится еще, особенно, то, что я горжусь этим, то, что он находится рядом с моим домом, и, это помогает чувствовать, что я вот выросла в таком городе. И также нововведение, там каждый, наверное, это проходит во многих городах, но в своем городе я ощущаю это тоже, как на себе. Проходит голосование по обустройству каких-то городских пространств, то есть парков, каких-то территорий, и в которых участвуют сами граждане. И таким образом помогают понять нашему, то есть тем, кто работает в этом направлении, понять, что именно нужно гражданам, чтобы точно не промахнуться. И последний вопрос, самый главный. Критерии, характеристики, не знаю, навыки твоего идеального парня. Каким ты видишь своего мужчины своей мечты? Целеустремленным, перспективным, конечно же, любящим и уважающим меня в первую очередь. Вот. Как он должен выглядеть? Как говорится, как карта ляжет. Мы спрашиваем, какими критериями должен обладать твой будущий мужчина, парень твоей мечты. Какой будет, такой будет. Главное, чтобы хороший татарин. А если плохой татарин? Но плохого татарина не надо. Меня зовут Амина, я из Нурлата, это 200 километров от Казани. Я учусь в Российском университете дружбы народов на специальности юриспруденции на первом курсе. Как тебе нравится в целом Нурдане учиться? Да, нравится. Как в Москве нравится? Очень нравится. Интереснее, чем в Нурлате или нет? Или в Нурлате Конечно, интересней. Москва — это просто город возможностей. Он не сравнится. Как тебе в целом штаб татар? Очень понравилось. Я тут первый раз, и тут столько вот реально татар, потому что в Москве мне этого не хватает. Я очень соскучилась по вот этой татарской культуре, по татарскому языку, и я кайфую от этого. Это место заряжает и наполняет. Мы задаем такой вопрос. Каким ты видишь парня своей мечты, идеального парня? Критерии, не знаю, образ, характеристики? Знаете, неважно, какой человек, главное, чтобы татарин был хороший. А если плохой татарин? Но можно сделать исключение и посмотреть на парня другой национальности. Меня зовут Раиль, мне 19 лет. Я из Муслимовского района, село Муслимово. Здесь учусь в высшей школе экономики. Меня зовут Салима, я из Иннополиса. Здесь учусь я в финансовом университете при правительстве. Это я помню. İsmim Aynur Bula, özüm eski Çupralı'dan. Okuyum hazır mında Moskva'da 5. курста, 3 мед Евдокимова. Как стать финансово грамотным? Просто считать деньги свои, как куда уходят. А чужие? Чужие тоже. Особенно. Куда, в какие инвестиции вкладывать? То есть, что, какие бумаги покупать? Вкладывать, мне кажется, лучше всего в недвижимость. Такой вопрос. Как бы идеальные критерии вашего супруга, парня, девушки, каким он должен быть, чем заниматься? Не абьюзер. Да. Это, самое главное. Да, самое главное. А ты абьюзер или нет? Нет. Да? Что для тебя абьюзер? Он мой бывший, кстати. Ну, это так. Он твой бывший? Абьюзер, да. Ты его бросил, потому что он абьюзер? И вы нормально общаетесь? У него. Что у него? Сейчас все раскроем. Сенсация! Я была абьюзеркой. Да. Но потом мы это все проработали, поняли, в чем у нас, эти... Поэтому не общались 2 года, а потом начали общаться. Да, и сейчас мы очень хорошо общаемся, мы друзья. Видите пример 3 ошибок, которые вы совершали в отношениях? Манипуляции. Да, он манипулятор жесткий. Да. Пытался воздействовать на мое поведение манипулятивными методами. Вот. Он абьюзер, то есть, в итоге? Да. Ну, честно говоря, я уже давно не использую этот способ. Приведи мне 3 примера манипуляции для себя просто. Если ты не поступишь в Москву, мы с тобой не будем друзьями. Нет, она шутит. Хотел тебя выменить. Что пожелаете нашим зрителям? Зрителям пожелаю не встречаться с абьюзерами, но это уже конкретно к этой теме, вот. Ну и чтобы были тоже добрыми и тоже не были абьюзерами, это тоже конкретно к этой теме, а так в целом, наверное, счастья, здоровья, любви, терпения, пока-пока, вот.